захватили весь мир, поэтому не важно, где вы живете, в этом себя ощущаете. Информации слишком много, непредсказуемости слишком много, ничего стабильного не происходит ни с точки зрения мировых событий, ни внутри нашей страны. И если вы ведете бизнес, то законодательство тоже постоянно меняется. И несмотря на то, что вроде бы политическая элита не меняется, при этом правила, которые спускаются вниз, меняются постоянно. Конъюнктура рынка тоже непредсказуемая. Никто не может понять, что будет происходить с долларом, с евро, с сырьем. У вас сырьевая республика, хотя у вас все забирают в центр, но все-таки вам хватает. Ну хотя бы того, чтобы при минус 38 в помещении было тепло. Потому что я езжу по всем регионам, и во многих регионах Центральной России минус 20, и ты уже околеваешь в гостинице. Поэтому, конечно, но даже и здесь все будет меняться, потому что еще 15-20 лет, и непонятно вообще, каким образом и каким спросом будет пользоваться сырье на мировом рынке, поскольку изобретаются другие методы и способы получения той же самой энергии. Пока это слишком дорого, но вся цивилизация идет к этому. В общем, все меняется. Человек, который привык, особенно в России, стремиться к стабильности, начинает теряться, потому что он цепляется за стабильность, а эта стабильность прямо исчезает. И тогда возникает желание, несмотря ни на что, все-таки найти какие-то дополнительные ресурсы, чтобы жить в этом мире хаоса, нестабильности и непредсказуемости. И это коснулось всех, это современный тренд. И поэтому сегодня так интересны любые знания, которые посвящены потенциалу, дополнительному вытаскиванию потенциала из самого себя, для того, чтобы ответить на этот вызов. Вот сегодня этому посвящена лекция. И эта лекция, может быть, правильно сделали организаторы, что выбрали ее, потому что да, к вам долетать тяжело. А в этой лекции фактически обзор всех моих лекций. Да? То есть я коротко коснусь всего на свете. Если вы что-то почувствуете, что вам еще нужно, но вы не запомнили, то есть книга, она называется точно так же «Дао жизни». В этой книге все лекции. И выйдет в марте книга «Рестарт», где будет новый материал. Первая глава будет посвящена, как развивать интуицию, причем такую инструментальную, конкретную для решения задач, а не шаманскую, которую у вас и так полно, но это как бы не для всех. Вторая глава посвящена, как начать жизнь сначала, то есть сломать все, что было раньше, но сломать так позитивно, чтобы выстроить что-то еще более лучшее. Это самое сложное в жизни. И это можно делать в любом возрасте, но большинство боятся это делать даже в молодости. Третья глава посвящена, как управлять своими эмоциями таким образом, чтобы не просто, как у вас принято, сдерживаться. Да? Сдерживаться можно научиться, японцы тоже сдержанные. Но при этом быть очень общительным, при этом быть очень живым, при этом уметь общаться на любые темы и получать связи там, где их получить невозможно, и в конечном счете конвертировать свой эмоциональный интеллект в доход. Вот это уже целое искусство, чем я занимаюсь всю жизнь, поскольку у меня так сложилась жизнь, что никаких олигархов и приближенности к чиновникам у меня нет, поэтому ничего халявного на голову не падает, и приходится зарабатывать все самой. И последняя глава – это как соединить искусство и бизнес. Потому что если вы хотите бизнес в широком смысле слова, не обязательно быть предпринимателем. А если вы хотите просто быть успешным и зарабатывать деньги, оказывается, в условиях турбулентности, хаоса и непредсказуемости становится очень важным фактором, насколько вы умеете открывать дверь с помощью своего воображения. А воображение воспитывает только искусство, причем хорошего качества, а не псевдоискусства. И особенно у молодого поколения с этим возникло много проблем. Потому что интернет не имеет никакого отношения к искусству, а литература, классическое кино, живопись и классическая музыка перестали быть модными для поколения Z и дальше, и поэтому начались огромные трудности. И я раскрываю эту тему. Вот такая книга, она выйдет в марте.
и понятно, что вы сможете ее достать. Правильно? Мы же люди современные, в интернете заказали, в Озоне, в Амазоне. Не поймете, когда она вышла. Все время следите за моим сайтом. Сайт новый, интересный, красивый. Называется hakamada.ru. Hakamada через H, без K. Просто как слышите, так и пишите. hakamada.ru. Выходите на сайт, там все события, как можно купить книги, как, в общем, все на свете. Вся моя история жизни после ухода из политики совершенно случайно выстроилась на том, чтобы передать свой опыт. Я, конечно, сама к этому не пришла. Я создала эту волну, и теперь своим опытом и пишут книги, и делятся. Вообще стали этим заниматься дикое количество людей. Пены понабежала кучу, причем они стали очень молодыми. Нет, когда молодые тебя обучают маркетингу или обучают бухгалтерии, я еще понимаю. Но когда молодые начинают обучать мудрости жизни, сами в ней ничего не понимая, это какой-то бред. Но в принципе, ну ладно, нормально, да, тренд есть тренд, пена потом отпадет. Но во всяком случае это прекрасно, то, что я, начав это очень давно, теперь вот смогла возглавить тренд. Но все-таки я сильно отличаюсь. Здесь сказали, что вот есть тренер, девочка великолепная по легкой атлетике, а я тоже тренер. Ну, формально да, на самом деле нет. Я хотела бы объяснить разницу. То, что я делаю, это не работа бизнес-тренера. Почему? Бизнес-тренер что делает? Он набирает блоки, отработанные, и потом их передает людям. Это некая технология. Я этим не занимаюсь. Почему? Потому что я же занимаюсь личностью, а это означает, что если это какой-то блок, то это значит какая-то модель поведения. Но мне нельзя передавать модели поведения вам. Вас тут так много, и вы все разные. И вы не Hakamada. И если я буду вас мучить тем, как тренер в зале, делай вообще вот так вот, и все будет окей, это будет обманом. Почему? Потому что вы обладаете индивидуальным характером, привычками, традициями, и они сильно отличаются друг от друга от меня. Во-вторых, те обстоятельства, которые возникают вокруг вас, они тоже не копия того, что происходит со мной. Поскольку я ученый и кандидат наук, я прекрасно понимаю, что нельзя спекулировать на этих идеях и манипулировать людьми, запихивая в них какие-то модели, а потом, плюнув, уехать, ну не вышло и фиг с ними. Да? Главное, что деньги получил, и все. Я как бы карму портить не хочу. Поэтому я даю инструменты. Я вам дам универсальные инструменты, которые можно использовать по своему усмотрению и приспосабливать к самому себе. То есть фактически, что я даю, если взять рыбака? Я не даю рыбу, да?